Вы смотрите обзор экономических событий, в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. На модернизацию мусорного оборудования в России необходимо более миллиарда рублей до конца года из федерального бюджета. Такую сумму озвучил российский экологический оператор. Оператор обосновывает необходимость выделения этой суммы для возмещения мусорным компаниям до 25% лизинга техники по сортировке или переработке отходов. В частности, региональные компании смогут в случае компенсации выпустить на линию необходимое количество машин. Также отмечается, что главной целью является повышение уровня внедрения раздельного сбора отходов в регионах и стимулирование компаний переходить на современные экологичные технологии обработки и утилизации отходов без существенного роста тарифа. Однако субсидирование покупки новых автоматов по приему стеклянной или пластиковой тары, мусоровозов и контейнеров потребует дополнительных бюджетных средств, указали в российском экологическом операторе. Тем временем Ассоциация «Промышленность за экологию» обратилась в Минпромторг с предложением запретить использовать посуду из пластика, включая контейнеры для готовых блюд, так как продукция из вспененного полистирола загрязняет окружающую среду. Поводом для обращения стала подготовка Минпромторгом перечня продукции, которую нужно вывести из оборота. Это предметы, которые нельзя или сложно утилизировать. Вспененный полистирол как раз сложно переработать, поэтому следует начинать постепенно выводить его из оборота, предлагают авторы обращения. Вещество часто используют для производства контейнеров для яиц и готовых блюд. Однако отказ от пластика и переход на экологичные материалы сулит подорожание продукции для потребителя. Чтобы стоимость продукции не возросла, государство должно предоставить производителям стимулирующие преференции. Как правило, это снижение налогов, считают эксперты. В Счетной палате России заявили, что управление Государственным фондом недр в России проходит недостаточно эффективно. О недостатках в управлении говорит низкий уровень воспроизводства дефицитных и стратегических полезных ископаемых. Если в 2018 году этот показатель составлял 63%, то в прошлом уже 32%. Также в 2018 году уровень исполнения бюджетных назначений по геологоразведке составил 79%, а в 2020 году 72%. Авторы отчета пояснили, что отсутствие комплекса мер по импортозамещению дефицитных стратегических видов минерального сырья создает риски для национальной безопасности страны в условиях неопределенности внешнеполитической ситуации. Тем временем Сбербанк начал выдавать клиентам краткосрочные займы до зарплаты. Займ доступен держателям зарплатных карт Сбера. Они могут подать заявку в мобильном приложении банка. Отмечается, что обращение должно быть рассмотрено за пару минут, после чего средства поступят на карту. Размер займа может составить от 1 до 30 тысяч рублей. Стоимость заимствований напрямую не уточняется, но говорится, что при займе, например, в 10 тысяч рублей вернуть придется 10 170 рублей. Также отмечается, что благодаря новому продукту заемщики смогут лучше управлять финансовыми потоками и получить более низкую долговую нагрузку в долгосрочной перспективе. В Калининградской области не позднее 2022 года нужно ввести курортный сбор, заявил губернатор региона. Он отметил, что туризм становится полноценной отраслью калининградской экономики, но пока на него приходится только 2% ВВП региона или около 9 миллиардов рублей. Эти деньги будут направлены на развитие курортной инфраструктуры, обустройство территорий для массового отдыха, парков, набережных, скверов, пляжей, пообещал он. По прогнозам, в этом году регион посетят порядка 2 миллионов туристов, которые потратят тут не менее 4,5 миллиардов рублей. В прошлом году Калининградскую область посетили 1 миллион 200 тысяч туристов. Нью-Йорк возбудил уголовное дело против организации Дональда Трампа. Имя Дональд Трамп фигурирует уже в 3-м уголовном деле. На этот раз в центре внимания операция экс-президента с недвижимостью, рассказывает Артем Сторонов. Башня Трамп Тауэр в Нью-Йорке оказалась в центре внимания из-за высоких цен на жилье. Генеральный прокурор города Летиция Джеймс переквалифицировала дело о возможных махинациях с недвижимостью бывшим президентом США с административного на уголовное. Расследование касается сообщений о том, что компания Trump Organization намеренно неверно указала стоимость принадлежавшей ей недвижимости, чтобы получить более выгодную ставку по кредитам и благоприятный налоговый режим. Пресс-секретарь Летиции Джеймс рассказал, что офис Дональда Трампа уже уведомлен о начале уголовного расследования, и оно будет проводиться совместно с окружным прокурором Манхэттена Сайрусом Венсом. Он уже более 2 лет изучает сообщения о возможном уходе от уплаты налогов и махинациях со страховкой в Trump Organization. Речь идет о событиях, развернувшихся до того, как глава компании стал президентом США.
Представители Дональда Трампа пока новости не прокомментировали, но ранее утверждали, что преследование экс-президента носит исключительно политический характер, а стоят за этим демократы. Между тем, это уже третье уголовное дело, открытое в отношении Дональда Трампа и его предприятий. К этому часу пока все. Будьте в курсе экономических событий на Якутия-24.